Сегодня в Сыктывкаре прошел очередной рейд по соблюдению масочного режима. Общественники и депутаты проверили городские автобусы. Итоги неоднозначны. Кто-то требования соблюдает, а другие игнорируют. Подробнее Виктория Денисова. Какое вам дело, ношу я маску или нет? Такой ответ Светлана Кичигина получила от кондуктора в автобусе. В прошлом году женщина перенесла коронавирус, долго лежала в больнице, еле, как говорит, поправилась. А потому вопрос ношения масок для нее особенно важен. В самолет садишься, там говорят: не взлетим, пока все не наденете маски. Не взлетим. Ну и куда деться? Одевают. А здесь написано на входе: наденьте маски, не обслуживаем. Ну и дальше все. Кондуктор, как работает человек служащий, он должен хотя бы говорить. Поступают жалобы регулярно. В начале января ветераны из Эжвы буквально потребовали провести рейд на самых загруженных маршрутах – 18-го и 54-го автобусов. Ветераны Эжвинского района города Сыктывкара, их тревожит то, что пассажиры в автобусах рейсовых маски, не все носят, скажем так. Они боятся ездить в автобусах, потому что молодые люди, как правило, тоже могут быть переносчиками инфекции коронавирусной, а вы знаете, что ветераны очень тяжело переносят эти заболевания. Важно призвать к ответственности тех, кто нарушает правила и подвергает риску здоровья людей, находящихся в так называемой группе риска. Общественники раздавали маски тем, у кого их не было, беседовали с пассажирами маршруток. Скажем, 80 на 20, то есть все-таки 80%, на мой взгляд, масочный режим соблюдает. 20, это, как правило, молодежь, наверное, в общем-то, за свое здоровье не опасаются. Поэтому мы им дружелюбно предлагали масочки. Некоторые относились к этому, скажем, нормально, некоторые, с некоторым недовольством. В ходе рейда проверяющие посмотрели и на состояние самих автобусов. Все кондукторы отвечают как один. Транспорт они обрабатывают. Где по 3, а где и по 6 раз в день. Не хватает только санитайзеров. Не сейчас в зимний период, когда, в принципе, все в перчатках ходят, а, наверное, в более теплый период стоит уже рассмотреть возможность поставить санитайзеры в автобусах, чтобы человек зашел и был уверен в своей безопасности, потому что я думаю, что до начала лета мы все равно не снимем все дружно маски, и обработку рук мы все равно не отменим, поэтому я думаю, что это бы стоило предусмотреть заранее. Остается нерешенным и вопрос с социальной дистанцией. РИД показал, в большинстве маршруток о ней и речи не идет. И в такой ситуации ношение масок становится еще более необходимым. Чтобы других не заражать, своих, родных, соседей, клиентов. Все, гигиена, все правильно. Лучше в маске, лучше подстраховаться, чем заразиться. Жить хочется. У меня, во-первых, несколько знакомых, которых я хорошо знал, преподавателей из СВАКа. 2 скончались от коронавируса. Друг переболел очень тяжело, мой одногодка. Еле выкарабкался. Сам еще хочу пожить. Безопасность зависит прежде всего от нас самих. Ответственное отношение к проблеме можно проявить таким, казалось бы, простым способом. Всего-то маску надеть. Быть может, это поможет сохранить чье-то здоровье, а может и жизнь. Виктория Денисова, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.